Чуть больше 2 месяцев остается до выборов президента Кыргызстана. Кандидаты уже представляют общественности свои предвыборные программы. Однако оставшееся до голосования время – это еще и хороший повод обсудить, с какими итогами наша страна входит в новый этап своей истории, что удалось сделать Алмазбеку Атамбаеву и его команде за 6 лет, какие реформы были проведены, а обещания выполнены, какое наследие получит будущий глава государства. 1 декабря 2011 года на церемонии инаугурации Алмазбек Атамбаев перечислил задачи, которые он поставил перед собой как президент. Борьба с коррупцией, вывод Кыргызстана из категории бедных стран, евразийская интеграция во внешней политике, борьба с криминалом, улучшение имиджа страны на международной арене и обретение политической, финансовой и энергетической независимости. Начать логично было решено с одной из самых главных проблем – коррупция, которая на тот момент проникла во все сферы жизни, тормозила не только экономическое, но и социальное развитие. Девизом масштабной кампании по противодействию этому злу стали слова Алмазбека Атамбаева о том, что неприкасаемых нет и не будет. За эти годы были возбуждены уголовные дела на 7 тысяч должностных лиц, в их числе на 500 с лишним руководителей госструктур, среди которых около 40 судей и более 100 руководителей крупных подразделений силовых структур. Сейчас противодействие коррупции ведется уже на системном уровне, где одна из задач – исключить условия для нецелевого использования бюджетных средств, их разбазаривания или прямого расхищения. Но главное, сами граждане уже знают, что закон выше полномочий и административного ресурса любого должностного лица. 4 октября 2015 года в Кыргызстане прошли парламентские выборы с применением современных избирательных технологий, с использованием биометрии и автоматического подсчета голосов. Эта инициатива Алмазбека Атамбаева останется в истории как пример стремления власти к открытому и прозрачному обществу, которое к тому же навсегда оставило в прошлом одну из главных причин 2 революций – подтасовку результатов выборов. На сегодня новые технологии уже трижды применялись на практике и доказали свою состоятельность. Большой прогресс произошел в создании списков избирателей на основе биометрических данных. Процедура голосования четко уже определена. Конечно, я не говорю, что нету никаких там сложностей. Они происходят, потому что введение техники, выборный процесс, оно само по себе подразумевает некоторые сложности. В 2010 году Кыргызстан выбрал путь парламентской демократии. Это решение поддержал народ и международные партнеры страны. Однако спустя несколько лет стало очевидно, что без равномерного распределения полномочий между парламентом, правительством, президентом и судебной властью парламентская республика не сможет развиваться. Дополнительные сложности создавали противоречия и скрытые мины в Конституции 2010 года. Из-за них, в частности, Кыргызстан столкнулся с ситуацией, когда иностранные организации диктовали республике свои условия и вмешивались во внутренние дела. Исправить ситуацию могла только конституционная реформа, и она была проведена, несмотря на сопротивление части консервативно настроенных депутатов парламента. На референдуме в декабре 2016 года кыргызстанцы поддержали новую редакцию Конституции, которая, наконец, стала реальной основой для укрепления взаимодействия парламента и правительства, поддержкой судебной реформы и реформы правоохранительных органов. На референдуме 11 декабря мы сделали большой шаг к государственной независимости и укреплению суверенитета. Большой шаг к тому, чтобы закрыть все лазейки к установлению авторитарного, единоличного режима власти, чтобы граждане имели защиту от произвола правоохранительных и судебных органов, чтобы у народа была всегда возможность сменить власть, но цивилизованным путем, через выборы. Добавлю, что сами поправки в Конституцию будут вводиться в действие постепенно. Так, 5 статей, которые, например, описывают порядок выхода фракций из коалиции большинства, заработают только с 1 декабря этого года. Сделано это специально, чтобы на предстоящих президентских выборах исключить даже теоретическую возможность использования административного ресурса. Новая политическая культура – это, пожалуй, одно из главных достижений уходящего президента. Сегодня его союзники и оппоненты понимают, что все вопросы можно решить только цивилизованным путем, а не на митингах или пикетах, количество которых упало до исторического минимума.
Повысилась роль и гражданского общества, которое из стороннего наблюдателя превратилось в полноправного участника процессов, которые происходят в государстве. И предстоящие выборы не исключение. Мы призываем, чтобы независимо от результатов выборов ни один политик не занимался тем, чтобы дестабилизировать ситуацию, организовывать митинги и другие мероприятия. Потому что гражданский сектор в этот раз считает, что любые такие попытки могут действительно серьезно помешать дальнейшему развитию страны. И вот эти выборы мы хотели бы, чтобы они были реально конкурентными. Усилия Кыргызстана по построению по-настоящему открытого демократического общества, в основе которого лежат права человека и современные технологии, высоко оценили международные партнеры страны, в том числе такая авторитетная организация, как ООН. Мой визит в Кыргызстан, как и миссия в Центральную Азию, имеет особенное значение для меня. Международный комитет признает, что люди в Кыргызстане и его лидеры сделали действительно важный выбор в сторону демократии. Демократия, которая полна уважения к правам человека. Это, по моему мнению, очень важный выбор. Это делает Кыргызстан примером, за который последует во многих других частях мира. И это еще одна причина, почему я восхищаюсь Кыргызстаном. Верным оказалось и решение о вхождении Кыргызстана в экономический союз с Казахстаном, Россией, Белоруссией и Арменией. За 6 месяцев только этого года объем ВВП нашей страны составил почти 194 миллиарда сомов, показав рост в 6,5%. В то время как рост промышленного производства превысил 19,5%. Это одни из лучших показателей среди государств-участниц Евразийского экономического союза. Мы видим увеличение производства пищевых продуктов на 10,3%. И это обусловлено повышением производства переработанных овощей и фруктов в 1,8 раза. Производство муки выросло на 30,4%. Производство молочных продуктов рост 20,4%. Особо радует, что в производстве одежды у нас наблюдается значительный рост, здесь 30,6%. Естественно, что многие реформы были инициированы и оказались реализованы во многом, а зачастую только благодаря усилиям правительства и поддержке общества. Как, например, запуск цифрового телевидения, социальные проекты, направленные на поддержку пожилых, развитие медицины, образования, культуры и спорта. Вместе с экономическими программами они заложили прочную основу для поступательного и эффективного развития страны. Кроме этого, как и обещал Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан получил энергетическую независимость. Соседние республики больше не имеют рычагов для шантажа, обещая в случае чего перекрыть поставки газа, а веерные отключения света, которые еще несколько лет назад были в порядке вещей, теперь просто воспоминания из прошлого. За последние 5 лет в энергетике реализовано проектов больше, чем за предыдущие 20 лет вместе взятые. Это и строительство подстанций Датка, Кемин и высоковольтной линии, которая их связала. Сейчас идет реконструкция Бишкекской ТЭЦ и модернизация флагмана энергосектора страны – Токтагульской ГЭС. Мы сегодня дали старт реконструкции Токтагульской ГЭС. Она пройдет в 3 этапа. После окончания всех этапов Токтагульская ГЭС мощность увеличится на 240 мегаватт. И продолжительность эксплуатации увеличится на 35-40 лет. Конечно, в силу разных причин, в том числе из-за того, что некоторые национальные проекты требуют не один президентский срок, а больше времени, часть планов, обозначенных президентом 6 лет назад на сцене Национальной филармонии, не удалось реализовать в полной мере. Но главное, что тому, кто займет его место в октябре, президент передаст совсем другую страну, которая сильно отличается от той, которую сам Алмазбек Атамбаев возглавил 6 лет назад. Граждане которой гордятся ей и уверенно смотрят в будущее. Удастся ли следующему президенту укрепить и развить этот потенциал? Как говорят в таких случаях, покажет только время.